Вот, коллеги, то есть в данном случае моя цель в чем? Выступление. Мы, мне кажется, должны быть очень осторожны в интеграции, межпредметная связь. В предметном стандарте мы это тоже блок посмотрели, да, что там, где литература, стихи и так далее. Но при посещении уроков родиноведения или естествознания, когда речь идет о интеграции, очень часто уходят не туда. То есть, ну, как бы стихи почитал, а там есть пару фраз, допустим, о природе, но она на предметном уровне не рассматривается. И хотелось бы вот один пример из начальной школы показать, да? Не утверждать, что так должно быть, а просто ваше мнение как учительское сообщество. Попробуем родиноведение и начальная школа, потому что родиноведение все объединяет, да? Дальше, вот мы посмотрели стандарт, ну тогда, пока еще это не было «Я и мир». Дальше, ну вот здесь идет межпредмет. Второй класс, тема. В данном случае нас волнуют насекомые, курт-кумурскалар. Вот здесь есть, да, в теме. Это для второго класса. Дальше, ну это вы видите, что в стандарте. Второй класс «Природа и мы». Дальше. Ну, здесь вот просто написано, что... И дальше. То есть вот книжка Микентана. Вот посмотрите, как содержание дано, да? Да, мы понимаем, это пропедевтика, но стих, загадка, ну, вот этот маленький текст, да? И на уроках часто мы видели, что учителя за рамки книжки не выходят. И вот этот... Дети, их 40, там, их 30, их 35 вынуждены все выучить и рассказать. Просто выучить и рассказать. Загадку отгадывать, и все это и есть родиноведение. Попробуем про интеграцию. Опять-таки вот здесь. Ну, про кумурска вот так же. Это муравей. Дальше. Мы попробовали... Ну, в данном случае, когда просто вот так решить предметное, а это же ведь предметные знания, какие-то вещи, они же должны как фундамент закладываться. Или вот видеть окружающий мир, если ты даже читаешь сказку и так далее, вот это предмет. То есть хотя бы какие-то сравнения на соотношение и так далее. Дальше. Ну, тема насекомые. Обратите внимание на, допустим, ну, в данном случае на ожидаемый результат. Дал гельтрет, то есть они должны прочитать рассказ «Кумурская юнаганчетте», переведите. Ну, как муравей дошел до своего дома. Ну, это и в русском варианте эта сказка есть. То есть ожидаемый результат. Очень важно, да, какую цель при интеграции литературы ставит учитель. Не просто, да, ангеме там прочитать рассказ, а в данном случае, а что нужно оттуда извлекать, который подходит к предметному содержанию своего предметного родиноведения. В данном случае дал гельтершет, это чтобы они хотя бы соотнесли, описали или нашли описание, которое действует, как вы говорите. Эта идея вот показать сегодня мне пришла после того, когда я узнала про картину мира. Вот задача, да? Вот эти все мультяшные, они герои данного рассказа. Попробуй соотнести. То есть вот эти, остальное все это реальное, да? Попробуйте, кликайте. То есть хотя бы, чтобы одни соотнесли, видели, что вот этот герой, оказывается, на самом деле в природе есть. Хотя бы по внешним признакам, да, чтобы они понимали, оказывается, то, что вот эти же, да. Если честно, про водомер я только вот здесь узнала. Оказывается, я не знала, что бывают водомеры. Водомерка. Мы видим, да, то герой вот так дан, а в реальности не 4, а 6. Ну, дальше. Дальше, ну, задача понятна. Да? То есть вначале мы про это. Дальше. 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 То же самое. Можете быстрее делать.
То есть, а для этого что мы должны сделать? Для этого мы должны обратить внимание, как называются насекомые, что они делают, и описать действия. Допустим, если кузнечик, то он прыгает, а тот ползает, а тот, я не знаю, джургулет, там, джугурет и так далее. Ну, здесь дальше. Очень часто вот ошибка в том, что урок родиноведения они превращают в урок литературу, что куда доехал, кому что сказал. Разве в этом цель? Согласна. Дальше. То есть после каждого перерыва задание, обратите внимание на задание. Значит, я задаю задание согласно от предмета родиноведения. Да? В данном случае, күн бата баштаганда. Гульнар Ирматовна, вы будете помогать с переводом. Это какое время? Когда солнце садится. Там написана вот такая фраза в сказке. То есть определите, это что? Да? Құмырсқа жатқан жалбырақ сарғайып қурай баштады. Здесь какое было ключевое? Сарғайып қурғай. Это какое времена года, когда сарғайып қурғайды, да? Күн батқанда айлана қандай болады? Все, классно. Дальше. То есть задание из родиноведения, но мы читаем сказку. Таблица, вот құмырсқа вам. Кликайте. Вот задание, да? Из текста теперь попробуй. Ну, оттуда из жизни. Где ты что видишь? Что у этого животного, говорю, насекомого есть? Где живет? То есть вот эти термины, уюлда, уюхта, да? Суда, кургахта, суши, не суши, там на деревьях и так далее. Где живет и что делает? Специфические. Джергулет. То есть вот эти термины, которые мы не обращаем внимания. Дальше, следующее. Также читаем, это вообще это рассказ, также про то, что Джертинчетакаса землемер. Или мерка. Землемерка. Опять-таки, это землемер. Ну, понятно. То есть каждый отрывок о каждом насекомом. Но мы же с предмета родиноведения подходим. Дальше. Вот какой вопрос задает. Какой вопрос он задает? Ребята, муравей увидел скосившуюся траву. Правильно? Сено. А это какое время? Как? Может быть, лето-август, но не лето-июнь. Да? Или ближе к осени. То есть согласна. Дальше. Все вопросы исходят от предмета, а не от рассказа. Дальше. И после этого мы читаем рассказ, но решаем проблему предмета. Хотя бы в начальной школе во 2 классе начать описывать, соотносить, видеть в этом окружающий мир. Дальше. Опять-таки. Вот реальный, аутентичный, тот герой. Дальше. И каждый вопрос, увидев картинку, как ты думаешь, следующая встреча муравья будет с кем? Предположить перед каждым чтением. Дальше. Можете быстрее, тут принцип понятно. То есть читают быстренько, решают задачу. Читают быстренько, решают задачу. В данном случае очень важно, как они заполняют вот эту таблицу. Вывести на предметное знание, да? Дальше. И вот вопрос. Это такое вот выражение. На кыргызском вот так вот дано. Как мы образ. Спины ушло в зиму солнце. Это образное на кыргызском. Классно же, да? Бельгечей. А тогда это какую часть ты видишь солнце тогда? Это означает какая часть? А тогда это какое время, если до половины он ушло, да? Дальше. Дальше. Ну, здесь они заполняют и так далее. Следующий вопрос. Күн батқанда эмне башталат?
қараңғылық кіреді, анан түн, да, затем и так далее. Ну, в конце это как бы социокультурная часть. То есть в конце вот это вот задание, а теперь ты почитай. Или приведи пример из мультфильма или из другого рассказа, и также опиши своего героя. На самом деле в природе как называется, а там герой, он какой, и опиши. Ну, интеграция в нашем понимании такое должно быть, а не просто стихи рассказывать про животных и говорить, что я сегодня интеграцию провела. Спасибо.